Я росла в этой атмосфере. Слово «Корбек» это произносилось вот как нечто такое, в котором просто дыхание замирало, когда мы говорили «Корбек». И приезжали мы, еще я была студенткой, меня папа привозил в Корбек. И когда я пришла в библиотеку, наверное, во все библиотеки, все работники же, наверное, знали, и все мне помогали в этом, где бы я ни находила, в какой бы книге, где-то что-то упоминание о Корбеке, я это все складывала, все это собирала, для меня это было интересно. Я поняла, что в какой-то момент, что мне надо архивный материал. Вот не хватает архивного материала. И я оставила работу и решила посидеть в архиве и посвятить этому времени. Но это увенчалось успехом, очень много было интересного, очень много для меня было увлекательно и интересного нашлась в архивных документах. Я жила, наверное, судьбой этих людей, потому что многих из них я знала, и знала эти семьи, конечно. Самый-самый, наверное, ценный такой для меня, во всяком случае, это был список, была перепись в 26-27 годах, список жителей Корбека 26-27 года, он архивный, на него могут ссылаться, если кому-то что-то нужно в поиске. Я его переписала, это в конце этой книги.